Когда я узнала о том, что я лечу в Питер, я находилась на уроке. И в этот момент, когда мне пришла СМС, я была настолько рада, меня настолько переполняли эмоции, что я выбежала из кабинета, я кричала на всю школу «Ура, ура, ура, ура!», потом вернулась в кабинет, на меня смотрели очень все дико, но мне было на самом деле на тот момент все равно, потому что я еду в Питер. Хотелось бы отметить преподавателя Юрия, поскольку наш проект связан именно с ним. Юра нам показал город своими глазами, и именно поэтому этот человек мне раскрылся больше всего. Петербург просто замечательный город, он очень вдохновляет, какая бы погода ни была. Этот город просто прекрасный, и здесь очень приятно находиться в любое время года. Я ожидала того, что у меня будут некоторые проблемы с общением с ребятами, что у меня не сложатся контакты, что мне будет сложно работать в группе, но так получилось, что у нас у всех одни и те же интересы. Сейчас у меня достаточно хорошие отношения абсолютно со всеми участниками нашей команды. Мне казалось, что нет, это все... Я сплю, наверное, это очень долгий сон, сейчас я проснусь, ничего не будет. Но потом, когда я уже прилетела, я такая, ну все, это был не сон. Мне очень нравится архитектура города и вообще вот его атмосфера. То есть тут дождь, и вот повсюду кофейни, еще такие старые улочки. Это так все красиво, приятно на глаз, так вдохновляет. Мне, в общем, понравилась эта река Нева. Там она очень просторная, и я с детства хотел видеть ее. И, в общем, я обещал держать слово, что я поеду посмотрю Неву, сфотографирую и отправлю маме. Я в Петербурге в первый раз. Этот город просто бесплатный музей. Все дома тут очень красивые и со своей историей. Особенно жители этого города гостеприимные, добрые и наполнены энергией. Обучение в медиашколе мне очень понравилось, потому что именно в этой школе я многому научилась, именно в сфере журналистики. Например, я научилась монтировать видео, снимать крутые фотографии. Особенно мне понравилась Евгения Зобнина. Она очень добрая, позитивная и искренняя. Профессия журналиста меня интересует с детства. После этого обучения я думаю, стать ли мне журналистом, потому что профессия журналиста показалась мне очень интересной, увлекательной, не скучной.